Дырабыларын күндү бир дойдулаахтарым. Мен барыстой тыа жақтара. Элбэх оголоох ия, элбэх сиэн эбээте. Бэм ис санаабын этенеребин. Билиин туу хуриян бачаачайдаабыппын ааган ихитиннери. Здравствуйте, россияне! Я хочу донести до каждого идею Саши Шамана. Вы не понимаете менталитет народа Саха, наше традиционное вероисповедание. Называйте нас иноверцами, идолопоклонниками. Нет, мы не такие. Мы дети природы, веруем в силы природы, боготворим и любим природу, бережем ее как настолько можем. Саша один из нас, и миссия его выше, чем наше предназначение. Все трактуют его слова так, как они понимают, как им выгодно. А цель у Саши Шамана одна – очистить от нечисти умы и души власть имущих, просто провести ритуал очищения, изгнания демона, экзорцизм. Вот и все. Никаких переворотов, никакого свержения, никакого вооруженного мятежа. Он просто хотел очистить от нечисти души, умы, сердца всех, и он этого добился. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Сам того не понимая, ты протолкнул идею Александра Габышева в массы россиян. Браво и земной поклон, господин президент. Его арест стал отправной точкой началу конца. Это вы нажали на кнопку «Пуск» своим необдуманным приказом остановить Шамана. Даже великий Петр I на смертном одре призвал сильнейшую удаганку Саха, но окружающие его казнокрады и лизоблюды не допустили ее к царю. Карбас, на котором она плыла, потопили, расстреляв из пушек из засады. Также хотели поступить и с Александром, под покровом ночи, как воры, как шакалы. Россияне, мы едины. Не допустим несправедливости. Все за Сашу Габышева, светлого шамана-воина, борца за светлое будущее каждого из нас. 22 сентября 2019 года. Республика Саха. Лена Егоровна. Многодетная мать. Бабушка, десятка внучат. Спасибо за внимание.